Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова и в начале главные темы выпуска. Ондала. Здесь отдают дань уважения героям, тем, кто своими победами прославляют Чеченскую Республику и Российскую Федерацию на международных аренах. Первая торжественная церемония вручения национальной спортивной премии прошла в Грозном. Энергетический рывок. Энергетика продолжает развиваться, и сегодняшние события по вводу в эксплуатацию таких крупнейших объектов подтверждение тому, что, несмотря на эти вызовы, мы продолжаем идти вперед. Современная подстанция начала работать в Итумкалинском районе. Подробно о проекте в нашем выпуске. Кукольная магия. Решили сделать новое новогоднее шоу, чтобы там был и Дед Мороз, и Снегурочка, и гномы, и Золушка, и все персонажи, которые только ребята знают по мультфильмам и сказкам. Театр юного зрителя подготовил для детей праздничные спектакли. Новогодняя афиша обещает подарить настоящий праздник для всей семьи. По инициативе министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова в регионе была учреждена ежегодная спортивная премия «Ондала». В рамках этого заметного спортивного события состоялась первая церемония награждения. Она объединила ведущих спортсменов и представителей спорта. Далее в следующем сюжете. Национальная спортивная премия «Ондала» собрала во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева представителей десятков самых разных дисциплин из мира спорта. Вместо традиционных все они в деловых костюмах. Здесь отдают дань уважения героям, тем, кто своими победами прославляют Чеченскую Республику и Российскую Федерацию на международных аренах, кто своим ежедневным трудом воспитывает будущих чемпионов, передают ценности спорта молодому поколению. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял участие в первой в своем роде национальной премии вместе с министрами и соратниками. Здесь самые разные номинации: открытие года, спортсмен года и так далее. Помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмет Дудаев назвал победителя в номинации за популяризацию спорта. Победителем в данной номинации становится Асламбек Ахмедович Бадаев. Асламбек Бадаев, победитель номинации за популяризацию спорта. Ваши аплодисменты, друзья. Ассаламу алейкум. Лерме мехкада Рамзан Ахматович Марша Ойло Делрез Хилон, Ама Делрез Хил, Массарнашун Делрез Хил. Без вашей поддержки, Рамзан Ахматович, этого бы всего не было. Спасибо вам большое за то, что вы постоянно помогаете нам. Благодаря вашей деятельности мы можем проявлять себя и на внешних аренах, и популяризировать спорт не только в республике, но и за пределами. Тренером года стал Вахид Баялиев, директор школы Олимпийского резерва города Курчалой. Заместитель председателя правительства, министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов вручил шейх Мансуру Хабибулаеву приз «Событие года», ведь он стал 7-кратным чемпионом мира по боевому самбо. Боец преподнес Рамзану Кадырову фирменный значок из драгоценных металлов, полученный им от Международной федерации самбо за очередную победу на чемпионате мира. Данные номинации победил шейх Мансур Хабибулаев. Шейх Мансур Хабибулаев. Маршал Шумасо, маршал Ларме Пача. Рейс Хилил Далтя Берктил Масера. Таган Окчугулуал ومخكع مصدين أنت باوش كنتي بو دستويتلنا قون خيال مقردوش. تغن شنوق آخلرا شو تعدر شلتشنا دوش خلرا سونا خزنيخسان يوحكام بو ويقوزا اشتخز ووشختو هرنا يقر حال خروي بتشيردو. سلطة ومنستر يردو ديريس خيلشون دالشيدو عدو تاق مصو خينا هر نميناتيش رومش حلوش خلال دات سوغا تسيد بر هور جمبيات مير مصو جاقلوش بور تفيديراتا فياس هر وي باتشن بالور درسون
Перед тем, как объявить лучшего в номинации «Народный любимец», председатель правительства региона Магомед Даудов отметил, что благодаря руководству в субъекте так много строится и открывается объектов спорта и оздоровления, и подсчитать их уже затруднительно. Ассаламу алейкум. Сюрдикхил лерме тхамехда Ахмад Ажикант Рамзан Агости. Хочо дакиду ومهكدين أولى سوى كيجي جواردنا سبورت يش كيجي جواردنا تشوبر متك إبيش سديع ديوانا قعيوكش يوقع نيس دولار تا قاستنا بركلز ديري زالوردر قوشرة ويا شحالاتش شرع بريفيتلستو بينبل بلغ يوقع министерство халач диона жигар кушар буак бин шие объект шаялерст молодежь мелла спорт возерц так тагансан yolla мероприятие гойшун объект спортивный дион шун шайна кушар масит yok объект кушар сандук объект спортивный дайна ят свой дион и дайялер сатуаша именно диона ويا спорт кюгел ولا ومинистр Рамзан кант أعمد ديوانا اشتهرت مريبرياتيش جوجن أندل مريبرياتي يحقق على مسيت حكاش دبت مريبرياتيش يش إسبورت زنيمات ديش دول بيرش كيجي جوار ديوانا تير دوق دوش تاقتار قحيكش ديوانا يتير قحيكر بيلقل دوقش كلش ديوانا يقول يجوا ديكول ديوانا أعمد هنا ديدريز خليل ديوانا. Лучшим в этой категории был Артур Бетербиев, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. В его копилке обладание поясами IBF, ABC, WBA. За 22 профессиональных боя он уступил лишь однажды. Боец рассказал, что любой успех связан с руководителем Чеченской Республики, создавшей прекрасные условия для занятий. Номинация «Народный любимец». Победителем становится Артур Асилбекович Бетербиев. Артур Бетербиев. Номинация «Народный любитель». Хорошо, что меня на пенсию сегодня не отправили. Я боялся, что самому взрослому спортсмену дадут номинацию. Поэтому, алхамдулилlah, что не отправили на пенсию. Рамзан Ахмадович, вот эти все победы, искренне, честно хочу сказать, что это ваша заслуга, это не лесть, и это как есть. Это потому, что вы сегодня стоите во главе и ведете весь народ, республику. И эти все победы, вы ко всем победам причастны, и мои победы в том числе. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмад Кадыров рассказал, что с момента его назначения на эту должность достигнуты успехи в открытии оздоровительных объектов, проведению мероприятий и завоеванию наград атлетами на самых престижных соревнованиях. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые коллеги, участники мероприятия, должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту была доверена мне указом главы региона в мае 2024 году. С этого момента мы провели 340 мероприятий с участием более 40 тысяч человек. Наши атлеты завоевали 623 медали на всероссийских соревнованиях, из которых 256 золотые и 183 медали на международной арене, включая из них 90 золотых. 16 спортсменов стали мастерами спорта международного класса, еще 209 мастерами спорта России. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, выросла на 4,3%. Открыто 10 современных объектов, проведен капитальный ремонт 9 объектов и создано 14 площадок ГТО, а также 2 умные площадки в Грозном и Гудермесе. В настоящее время идет строительство новых комплексов в селе Бенаюрт и в городе Ачхой-Мартан. Создаются модульные залы в Грозном и в Аргуне. В столице также строится ледовая арена. Кроме того, достигнута договоренность о строительстве еще 21 объекта в 2026-2027 годах. Значительная помощь в решении проблемных вопросов оказывает нам региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Были выделены средства на проведение мероприятий, поддержку спортсменов, закупку инвентаря и ремонт объектов на сумму более 120 миллионов рублей.
а также закуплены 3 квартиры в Грозном и 3 люксовых автомобиля. Вместе с тем особую радость принесли достижения наших спортсменов, охватившие данный период. Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира. Разамбек Джамалов завоевал золотую медаль на Олимпийских играх, а Ислам Дудаев бронзу. Кроме того, Хамзат Чимаев стал чемпионом UFC. Шейх Мансур Хабибулаев в рекордный 7-й раз завоевал титул чемпиона мира по самбо. Команда по футбольному ампутантов Ламад Ас завоевала звание самой титулованной команды в России. Было и множество других побед достойного внимания. Именно благодаря этим историческим достижениям наших спортсменов мы решили учредить национальную спортивную премию «Ондала». Премия в таком формате присваивается впервые, и я надеюсь, что она станет доброй ежегодной традицией. Таким образом, мы стремимся отметить достижения выдающихся личностей, которые своим трудом и упорством добились впечатляющего результата в спорте или способствуют его развитию. Хочу отметить, что отбор на премию был непростым. Множество достойных кандидатов не попали в окончательный список в связи с ограниченностью заявочных мест. Однако мы видим и ценим каждого, а независимо от того, кто победил. Каждый из наших номинантов мастер своего дела, достойный всех похвал. Глава региона Рамзан Кадыров рассказал об огромной работе, проведенной в субъекте, чтобы спорт высших достижений стал реальностью, как завещал первый президент Чеченской Республики Ахмат Хаджи Абдулхамидович. Kell formáció jojában ondal bogdan, csodósta kultúrból, dvasztand ondal, ond sobardíz, ond nicbőz, ond ué, ond helyaldíz, most jó, desen ondal bog, desen jó. Talán a jóka, most meta józájózsics, most meta don, célakrics dikens don, vagy камдозич, vagy عمل حاجة بنزوية ضل показывать себя спортивная арена изволь позвонить что он как зовет я чаще направление школа мадон болбешму а вюкш ялдук бабуэл чабе шейдалде ялбуэлдон министерство спорта целом дон хошер дон сандук объект шрайна хрият ашара дон дерес халарат мосбел лojuna мос спортсмен надалят бой. Политик также назвал имя спортсмена года. Им оказался Хамзат Чимаев, боец смешанных единоборств, выступающий в UFC в средней весовой категории. В 15 боях не потерпел ни одного поражения. Хамзат Борис Чимаев. Хамзат Борис Чимаев становится победителем номинации «Спортсмен года». Ваши аплодисменты. Наш брат, наш чемпион Хамзат Чимаев. Tan sportsmen sportwen. Daima khilabu noqsh qomi qadatin bole lech sportsmen ondalla ladina khazakhiyat wen. Khuzwena sona dozola do sai qayqara da qoy sportsmen shu qaxlar doyle. Dedres khil hadesho haruqar da halwa pacha ой спортсмен поддерживает пешо. Указом главы региона министр спорта субъекта Ахмат Рамзанович стал обладателем медали памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Указом главы Чеченской Республики за заслуги в развитии физической культуры и спорта Чеченской Республики безупречную добросовестную работу награждается медалью памяти Ахмат Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Кадыров Ахмат Рамзанович, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Первый заместитель министра спорта субъекта Умар Даудов был отмечен медалью за заслуги перед Чеченской Республикой. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Даудов Умар Магомедович, первый заместитель министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Решением Министерства по физической культуре и спорту создана новая ведомственная награда. И самый первый был отмечен Рамзан Кадыров за достижения в области спорта. Указом главы Чеченской Республики от 22 марта 2022 года под номером 53 в систему государственных наград Чеченской Республики была введена новая награда «Почетный знак за достижения в спорте». Все спортивные сообщества региона, учитывая ваш большой вклад в развитие физической культуры и спорта, ходатайствовало о награждении вас почетным знаком под номером 1. Искренне благодарны вам за постоянную поддержку отрасли спорта и содействие нашей работе. Указом исполняющего обязанности главы Чеченской Республики за выдающиеся заслуги в развитии спортивного потенциала Чеченской Республики, достойное служение народу и многолетнюю государственную деятельность награждается почетным знаком за достижения в спорте Кадыров Рамзан Ахматович.
Указом главы региона за вклад в развитие этого направления некоторые из присутствующих спортсменов были отмечены почетным знаком за достижения в спорте, а отличившиеся руководители спортивных школ стали обладателями званий «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики». Турпа Лолита Исумов, Моусер Хаджиев и Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». На Харьковском направлении в районе города Волчанск в ходе совместных действий уничтожены укрепленные позиции техника ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале поделился глава региона Рамзан Кадыров. Сводная группировка в составе батальона «Запад-Ахмат» ОМВД России по Курчалоевскому району при взаимодействии с военнослужащими 128-й бригады 82-го мотострелкового полка Министерства обороны страны провели скоординированную операцию. С помощью воздушной разведки были обнаружены огневые точки и бронетранспортер М113 противника в жилой застройке. Все выявленные позиции, а также техника и укрытия были поражены FPV-дронами. В Итамкалинском районе запустили в работу электроподстанцию «Ведучи». Она оснащена 2 силовыми трансформаторами мощностью 10 мегавольт-ампер каждый. Продолжит Медина Мударова. С нажатием символической кнопки в Итамкалинском районе и еще 4 регионах страны открылась современная подстанция. К церемонии в режиме видеоконференц-связи присоединился заместитель председателя правительства России Александр Новак. Он подчеркнул важность возведения подобных энергетических объектов. Хочу поблагодарить в первую очередь всех, кто принимал участие в проектировании этих объектов, в строительстве. Вот в такой сложной работе, в тяжелых условиях, мы знаем, как это сложно. У нас сегодня вводятся объекты и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Северном Кавказе, и в центральной части России. Эти объекты технологически очень сложные, с применением самого современного российского оборудования построены. Объекты важны не только для регионов, о чем говорили сегодня коллеги в своих выступлениях, но и, конечно, это развитие в целом нашей российской единой энергетической инфраструктуры. Это стало мощным импульсом для социально-экономического развития Чеченской Республики. Подстанция обеспечит электричеством порядка 7 тысяч жителей близлежащих сел Итамкалинского района, а также 10 мегаватт стабильной мощности для курорта «Ведучи». Это более 1100 гектаров территории, 19 горнолыжных трасс общей протяженностью 46 километров, а также обширные возможности для летнего отдыха. Мы с вами понимаем прекрасно, что без развития любого курорта без энергетики невозможно. И данная подстанция обеспечит потребность, я думаю, на ближайшие годы, потому что мы видим, что Чеченская Республика развивается, строятся гостиницы, строятся канатные дороги. И, собственно говоря, это большое подспорье всем инвестиционным проектам курорта «Ведучи». Мощность подстанции 110 киловольт. Она обладает системой телеуправления. Проще говоря, дистанционная работа. Это позволяет оперативно управлять оборудованием и исключает необходимость присутствия персонала. Подстанция «Ведучи» стала не просто первой, а по-настоящему уникальной в высокогорной местности Чеченской Республики. Ее строительство потребовало новаторских решений, учитывая сложный горный рельеф Аргунского ущелья и суровые климатические условия. «Ведучи» включен в модель экономического развития Чеченской Республики до 2030 года и в 5 прорывных инвестиционных проектов региона. Здесь уже действует особая экономическая зона, а надежное электроснабжение повысит инвестиционную привлекательность и создаст новые рабочие места. Когда Рамзан Ахматович дал поручение ввести подготовку и организации строительства всесезонного курорта «Ведучи», мы почти более 10 лет назад еще запроектировали указанную подстанцию, на которой мы сегодня с вами находимся и которую сегодня запускали. И была очень большая надежда, что это будет все-таки построено. Мы сегодня как раз с Романом Алексеевичем обсуждали, что в те годы еще мало кто верил, что она будет построена, но сегодня мы видим, как инфраструктура, энергетическая инфраструктура Чеченской Республики с каждым днем развивается, и все больше и больше объектов энергетики вводится в эксплуатацию. Объект возводился на протяжении полугода. Над ним работало около 300 человек. Технические решения позволят обеспечить стабильное электроснабжение даже в сложных климатических условиях. 2 подъезд трансформатор шхайтина, около запаса минера,
проблемный высокогорный район юара хука двух да проблемер. Вот и уж подстанция Тимзавод и Тумкалинский подстанция хайуш линиер постоянно проблемные, ай особенно. Наш лям наш кадак лейн штоку и обрел хальчи обледенение хальчи тебе белвот это был лучший раш иштких провод это ходишь белаш беша сутки нахтоки учболер. Инсхо подстанции Харьербане, Хавой, обратно запитателю и Тумкалинские подстанции с двух сторон подачи электроэнергии Харью, мела Токио, Чнахцабит, вариант историю, да, мула. День открытия также выбран не случайно. 22 декабря ежегодно чествуют всех работников энергетической промышленности. Чеченэнерго, часть Россети, обеспечивает надежное электроснабжение республики. Значительно снижены потери, прекращена деятельность нелегальных криптофирм, укреплена финансовая стабильность отрасли. Все это создает прочную основу для дальнейшего совершенствования энергосистемы республики. Медина Мударова, Седемин Мусаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская республика. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации подвели итоги реализации плана мероприятий на 2024 и 2026 года. Ахмед Дудаев обсудил с собравшимися стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении казачества на 2021 и 2030 года. В совещании затронули тему о создании экспозиционно-выставочного комплекса Музея казачьей культуры и включения Терского Гребенского окружного казачьего общества в Государственный реестр Российской Федерации, а также о мерах совершенствования взаимодействия органов государственной власти. У нас специфика команды Рамзана-матча такая, что любые задачи, при решении любых задач мы всегда должны быть в авангарде, в лидерах. Спустили любой показатель, дали поручение, мы выполняем качественно, эффективно, как солдаты. И все члены рабочей группы, они в очередной раз выполнили работу. Да? Массарна ДРСГЛ, Яхкам Оуэн, Массарна, любой регион, Дадехкенди, Кашишт, Почдешхальшна, Лудава. Члены Общественно-консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Чеченской Республики обсудили вопрос об актуализации состава. Министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву предоставили итоги реализации в республике стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в 2025 году. Затронули вопросы о мерах поддержки ветеранам и семьям погибших участников специальной военной операции, а также состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Наурском муниципальном районе. В текущем году в рамках реализации данной стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в республике проведено свыше 7,5 тысяч мероприятий. В рамках гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений, поддержания стабильности, мира между представителями всех этносов, конфессий. Более 7,5 тысяч мероприятий под руководством нашего главы республики Рамзана Кадырова. В Грозном организовали ифтар в честь наступления священного месяца Раджаб. Религиозное мероприятие состоялось в центральной мечети сердца Чечни. О том, как верующие встретили свой первый пост, в следующем сюжете. В мечети сердца Чечни собрались сотни верующих вместе, чтобы встретить священный месяц Раджаб за торжественным ифтаром. Организаторами мероприятия является Министерство Чеченской Республики по делам молодежи по инициативе руководителя ведомства Рамзана Висмурадова. Все расходы на себя взял региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. По поручению министра Чеченской Республики по делам молодежи Рамзана Абузайдовича Висмурадова при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Министерство по делам молодежи проводит религиозную такую акцию Сар Маулид, которые посвящены первому посту месяца Раджаб. Совершив коллективный намаз, собравшиеся провели религиозный обряд Мавлид. Далее верующие вместе приступили к трапезе, где делили фрукты, сладости, поддерживая традицию совместного ифтара и духовного единения.
Такие благие инициативы в регионе запускаются на постоянной основе, поддерживая традиции и укрепляя духовные связи. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В селе Дарбанхи Гудермесского района ведутся активные работы по созданию новой системы водоснабжения в рамках федеральной программы «Чистая вода». Под руководством министра жилищно-коммунального хозяйства региона Муслима Зайпулаева была проведена инспекция хода строительства системы водоснабжения. В настоящее время на объекте уже пробурены 2 артезианские скважины и начат монтаж уличных водопроводных сетей. Общая протяженность новых сетей составит 26 километров. Данный вопрос был ранее поднят жителями на прямой линии с главой Чеченской Республики и взят Рамзаном Кадыровым на особый контроль. В Гудермесе курсанты и инструкторы Центра военно-спортивной подготовки «Воин» подвели итоги года. На праздничном мероприятии «Новогодний десант» отметили лучших воспитанников и вручили им награды. Подробно Линда Джамалдинова. В Центре культурного развития города Гудермес курсанты и инструкторы. Все они собрались подвести итог года на праздничном мероприятии «Новогодний десант». Со сцены звучат слова о дисциплине, командной работе и личной ответственности. Показать себя с лучшей стороны и стать лучшими не только в регионе, но и иметь возможность проявить себя на федеральном уровне. Вот что дает Центр «Воин» для курсантов. И хочется призвать вас не забывать о том, что Россия – это страна возможностей, а Центр «Воин» – это надежный друг и товарищ, который помогает шагать огромными шагами вперед. Состоялась и интеллектуальная викторина на знание истории, а также концертная программа. Филиал Центра военной спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» открылся в Чеченской Республике в 2023 году и успешно работает на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. За это время около 5000 молодых людей обучилось основам военного дела. Курсанты изучают тактическую медицину, огневую подготовку, управление беспилотными летательными аппаратами, тактико-специальную подготовку и организацию связи. За текущий год у нас было проведено обучение около 1500 курсантов, то есть это дети от 14 до 17 лет. Сегодня мы подводим итоги, награждаем почетными грамотами, благодарственными письмами отличившихся курсантов. Хочется отметить, что результаты и показатели Центра «Воин» Чеченской Республики ежегодно увеличиваются. Мы надеемся на дальнейший успех и высокие показатели. Ключевой момент награждения. Лучших курсантов отмечают за достижения в обучении. Команда «Ахмат» является большой гордостью Центра. В ней 12 участников. Это ветераны, которые занимаются здесь уже более 2 лет. За это время они прошли полный цикл подготовки и сегодня выступают как слаженное подразделение. Ребята представляли регион на всероссийских соревнованиях «Путь воина» в Волгограде и уверенно дошли до полуфинала. У нас большая часть инструкторов, которые там есть, они уже прошли это не только по теории, но и на практике. То есть сами побывали в таких ситуациях и знают, насколько это значимо. И, безусловно, слушать человека с опытом очень даже интересно. Ну а Резавди Тасаев является одним из наиболее подготовленных курсантов Центра. За его плечами регулярные занятия и участие в серьезных соревнованиях. На последних показал хорошие результаты и был признан лучшим штурмовиком. Мы проводили соревнования марш-бросок, где надо было 13-14 километров бегом. Я занял там первое место среди 89 регионов, где было около 860 человек. И стал лучшим штурмовиком. 2 года, как я хожу в РУС, там опытные инструктора, лучшие руководители. Очень хорошо объясняют, повторяют, когда не услышал. Очень хорошие инструктора и все. В завершении сладкие подарки всем курсантам. Миссия Центра заключается в том, чтобы формировать новое поколение патриотов, обладающих практическими навыками защиты Родины. Подготовку могут пройти граждане с 14 до 35 лет. Линда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Скоро на сцене театра юного зрителя начнутся праздничные показы. В канун Нового года детей ждут увлекательные спектакли и зимние истории с любимыми персонажами. Погрузиться в атмосферу событий поможет Рабиат Гайтеева.
Театр юного зрителя в Грозном – одно из старейших учреждений культуры республики, история которого началась еще в послевоенный период. В прошлом году здание, которому почти 100 лет, претерпело первую масштабную реконструкцию. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура» при непосредственной поддержке на тот момент вице-премьера правительства региона Айшат Кадыровой. Тогда посмотреть на изменения объекта прибыл и глава республики. Не только спектакль очень многие. Теперь мозаики тоже почти 100 лет. Специально что? Юга и Яцин, но часть потеряться, но я не почти что. Хорошо тоже. Халвали открытки, да? Сегодня ТЮЗ – современное культурное пространство для всех возрастов. Обновленный интерьер, новые постановки и разнообразные площадки по интересам делают театр одним из ключевых культурных центров столицы. Это была и цель Айшат Рамзановны, чтобы в театр приходили и взрослые, и дети. Потому что, так если подумать, сегодня мы очень нужны нашим детям. И в век стремительно развивающихся технологий, к сожалению, все-таки меньше места остается каким-то теплым беседам, посиделкам. Сегодня вы приводите детей в театр, завтра, когда вы станете пожилыми, старыми, дряхлыми, дети будут уже водить вас в другие театры. Без сомнений, особая роль в работе театра принадлежит художественному руководителю. Ни один спектакль не появляется на сцене без его участия. Все, что видит зритель, от декораций до игры актеров, проходит через творческое видение художественного руководителя. Художественный руководитель определяет вектор движения театра именно в художественном плане, определяет его художественный облик, какие будут спектакли ставиться, кто будет их ставить, кто будет режиссером, кто будет художником и как бы контролирует качество всего этого. Это все либо заслуга, либо вина художественного руководителя. Одна из работ Ханалия Юбова – это «Нашумевший маленький принц». Самая заметная премьера этого года. С первого дня постановка неизменно собирает полный зал, а зрители отмечают ее глубокий смысл и яркие визуальные решения. Помнишь, что я говорил про золотые колосья? Зорко лишь одно – сердце. Самого главного глазами не увидишь. Актриса театра Зара Газалапова служит культуре уже многие годы. Если начинала она с драматических театров, то сейчас признается, не представляет свою жизнь без сцены юного зрителя. Потому что улыбки и эмоции детей и взрослых – это лучшее признание ее мастерства. Кто полюбил куклу, он уже не может в драмтеатре, потому что я думаю, что театр кукол – это даже лучше, чем драмтеатр. Эта кукла завораживает тебя, когда эта кукла может делать то, что человек делает, и она живая. Это большая радость для актера. Наша съемочная группа также стала первой, кому удалось увидеть новый спектакль – новогоднее шоу «Как Кощей зиму украл». Масштабная постановка объединяет в себе героев разных сказок, которые вместе борются за сохранение новогоднего чуда. Яркие образы, музыкальные номера и динамичный сюжет обещают сделать спектакль одним из главных событий праздничного сезона. А вот и будущие герои представления. Пока что без актеров. Внимание к деталям, оно поражает. Подбор ткани, сложный крой и выразительные силуэты. Даже без слов понятно, кто есть кто. Вот, к примеру, невинная чебурашка, а это задорная пчелка. Художник по костюмам через каждую строчку, каждый цвет и форму уже рассказал нам о характере персонажей. Ставить эту историю помогают приглашенный режиссер Вадим Домбровский и балетмейстер Михаил Белов. Они работают в столице республики бок о бок с актерами, создавая уникальную атмосферу предстоящего шоу для чеченского зрителя. И все театры хотят удивить ребят радостным, веселым, ярким представлением. Так и мы, как все театры, решили сделать новое новогоднее шоу, чтобы там был и Дед Мороз, и Снегурочка, и Гном, и Золушка, и все персонажи, которые только ребята знают по мультфильмам и сказкам. Все персонажи соберутся у нас в новогоднем представлении, чтобы отстоять Новый год и спасти Деда Мороза. Я очень надеюсь, что детям понравится, потому что танцы и пластика, они их привлекают и всегда провоцируют на движение. Плюс к этому фонограмма музыкальная подобрана так, чтобы был хороший ритм и правильная гармония. Дети будут тоже танцевать, махать руками, притоптывать.
Дети лучше всех себя ведут на новогоднем спектакле. Здесь, в сердце театра, чудо действительно становится реальностью. Совсем скоро зрители, маленькие и взрослые, смогут окунуться в атмосферу добра и волшебства. Показ новогоднего спектакля пройдет до 30 декабря. И, возможно, именно в Чеченском государственном театре юного зрителя каждый найдет свое маленькое чудо уходящего года. Рабиат Гайтиева, Ислам Брагимов, Саид Селим Ампукаев. Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, посвященные памяти заслуженного тренера России Адлана Вараева. Более 200 спортсменов из разных регионов страны боролись за медали и право быть лучшими. О накале схваток и победителях расскажет Турпал Али Тайсомов. Лучшие борцы страны выявляли сильнейших на ковре в рамках всероссийских соревнований по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Они проходили в честь памяти заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Адлана Вараева, одного из легенд Чеченской Республики. На турнире присутствуют друзья, которые боролись вместе с ним. В одном весе даже мы с ним выступали. Так, насколько он был как патриот чеченского народа и общей страны, настолько был любимчик команды сборной СССР, потом России. Очень долгое время Ваймагар занимался Федерацией спортивной борьбы России. Действительно, очень много сделал, можно сказать, для республики и для страны. Был первым вице-президент Федерации спортивной борьбы долгое время. И исходя из этого, все, что он смог, организовывал все эти соревнования. Первый турнир в честь Ахмад Хаджи Кадырова дал Азот-Облада. Именно благодаря Адлану было первое внесено в 2009 году. Участие принимали свыше 200 человек. Награды разыгрывались в 10 весовых категориях. За порядком следили судьи всероссийской и международной квалификации. Ведь ставки слишком высоки. Важно, чтобы справедливым стал каждый балл. Каждый регион, шкашей отборщин, дяхкин бер, что قاسين وينش على أصلا وينش أو دقلتش بو تانا فينالي فينالي فشتي بيجي وينش بو تانا زديستون بين سودي سيرسيسكي ميزرودني كاتيجوري سودي شبوت أقشي قط أبي إن سودياو на каждый ковер по 6 судья, пока задача справляемся на 5 плюсом. После того, как прошли финальные схватки, определились лучшие. Победы достались как борцам Чеченской Республики, так и гостям из других регионов. Каждый из них был настроен решительно, с задачей не посрамить честь своего субъекта. Финал, после там первый стартер, финал. Когда я сваток, в дальнейшем СКФО России мир отходит, мир планет. Альхамдулилля, сегодня все получилось. Соревнования нравятся, уже второй раз сюда приезжаю. В том году тоже боролся. Все устраивает, все отлично, хорошо встречают. Участники были хорошие, да, все со всеми нормально поборолся, слабых не было. Стоит отметить, что юниорская сборная России допущена до международных соревнований, а значит, ребята вновь смогут покорять чемпионат Европы и мира. Турпал Али Тайсомов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.